Что такое Туран? Туран — это прежде всего родина тюркских народов. А родиной тюркских народов это являются степные просторы Казахстана, Алтая. Вот. И получается, что об этом говорят не только ученые казахи. Вот Сюйныш Уразгалиев об этом говорил. И другие ученые, турецкие ученые, Камел Карпат, который преподает в Висконсинском университете, он говорил, что основой тюркского мира являются казахи, казахская нация, которая сохранила многие свои истинные корни, которые шли еще со времен прототюрков, самых настоящих туранцев. Вот. И Макс Шевченко есть российский политолог, который говорил, что основой тюркского мира являются казахи. Об этом говорил азербайджанский ученый академик Али Заде. Понимаете, что Туран это, Туран не основывается на Турции или на Туркменистане, или на отдельном каком-либо другом регионе, где расположены тюркские государства. В свое время все эти тюркские народы, которые сейчас населяют Турцию, Азербайджан тот же, это народы, которые когда-то проживали здесь, на исконной земле Турана, то есть казахской степи, в нынешнем ее виде. Гейдар Джемаль, тоже крымский ученый, тюркист, он говорил, что возрождение Большого Турана возможно только тогда, когда это поймут казахи. К сожалению, нашу нацию 75% провели политику геноцида, уничтожили весь цвет нашей нации. 25 тысяч наших казахов было уничтожено советской властью. Стирали историческую память, стирали нашу историю, уничтожались исторические факты, документы. Я говорю, это внешняя сторона, внешняя политика нынешнего Казахстана, она должна примерно понимать, что такое Туран. Теперь по внутренней стороне Турана, внутренняя сторона. Истинная сторона Турана — это наша казахская степь, это наш казахский народ, казахская нация. Это наши традиции, это наш древний казахский язык, самый богатый язык в мире, 2 550 000 слов. Об этом говорил лингвист, ученый Даль. Об этом говорили немецкий ученый-лингвист Радлов. Об этом говорил немецкий ученый казах немецкого происхождения Геральд Бельгер, что у казахов это самый богатый язык в мире. Мы, казахи, могли попасть в древнюю цивилизацию шумеров, и мы могли понимать с ними, потому что у нас был общий один язык. Мы понимали бы друг друга. Представьте, попасть в 3-4 тысячи, 4 тысячелетия до нашей эры в этот период, и мы, нынешние современные казахи, мы будем спокойно понимать этих шумеров. Почему? Потому что мы Туран, понимаете? Не Туркменистан, не Турция, а именно Казахстан. Поэтому возрождение нашего древнего Турана, наших истинных корней, это возрождение нашей казахской нации. Мы не можем сейчас жить в 21 веке, оторвавшись от своих глубоких истинных ценностей. А наши глубокие истинные ценности, они заложены были в древнем Туране, в нашем Туране. Поэтому я организую движение Туран. И в будущем это будет политической партией Туран. Я хочу возродить наши былые исторические корни, наши традиции, нашу культуру, наше мировоззрение, наше былое величие. Другой вопрос, что касается внешней политики. Многие как раз таки ошибочные казахи понимают. Говорят, какой Туран, сейчас мы сами казахи не можем объединиться. Мы должны сами объединиться, а потом уже, может быть, когда-нибудь в будущем объединимся с Турцией, еще. Это глубоко ошибочное мнение у казахов. Туран — это прежде всего мы, казахи, мы сами. И мы должны в будущем, во внешней политике, когда сменится власть, мы сразу же должны будем и вести объединительные политические процессы, действия по возрождению нашего Турана во внешней политике, объединить наши братские народы.
Но это внешняя политика. Я вот всегда говорю, что вот у нашего движения Туран первое, есть 4 основные политические идеи, политические требования, цели. Да? Это первое, это смена авторитарного политического режима Токаева. Смена коллективного Назарбаева, который за 30 лет пустил глубоко корни. Второе, это национализация стратегически важных сфер экономики. Нефти, газодобыча, цветная металлургия, электроэнергетическая отрасль, банковская система, земли сельхозназначения, общественный транспорт, железные дороги, аэропорты, горнодобывающая промышленность, цветная металлургия. Все это должно быть возвращено в собственность государства, то есть в собственность народа. Народ должен быть хозяином этих природных богатств, потому что наши предки оставили нам эти недра, эту землю для того, чтобы оно приносило пользу нашему народу, нашему будущему поколению. К сожалению, этого нету. Назарбаев все распродал. 162 олигарха у нас в Казахстане, владеющие 55% экономики. Ну, это если по оценкам западных экспертов. Я говорю, что 162 олигарха назарбаевских, они владеют и контролируют 80% экономики. Это как минимум. Это как минимум. Вот. Вот тот же Токаев, пришедший к власти сейчас, он же ведь ничего не обозначил о том, что он будет проводить какие-то определенные коренные стратегические, структурные экономические реформы. Этого нету. Все то же самое, остался олигархический экономический базис. Вот это наше движение Туран хочет поменять. Мы хотим реально сделать для народа, для нашего казахского народа, для нашего населения, для граждан Казахстана, которые родились, которые имеют здесь паспорт, имеют удостоверение личности, что они являются гражданами Казахстана. Вот. Это вторая идея, основная. Третья идея – это возрождение нашей истинной тюркско-казахской истории. Это возрождение нашего казахского национального самосознания, языка, письменности. У нас письменность была руническая, никакая не латинская, никакая не арабская вязь, никакая не кириллица. Была руническая письменность. Евреи сумели возродить свой древний язык, иврит. Почему мы не можем возродить нашу истинную письменность? Разве мы хуже евреев? Разве мы, имеющие самый богатый язык в мире, чем-то можем уступать евреям? Нет, конечно. Сколько умных казахов у нас, великих, славных казахов, которые сейчас на мировых аренах показывают наш Казахстан. Мы очень умная нация, очень порядочная, добродушная нация. Мы, казахи, такие люди. Я вот в январе эти события трагически посмотрел, когда наши казахи голыми руками шли до зубов вооруженных снайперов, автоматчиков, которые с калашникова, со снайперских винтовок стреляли в них. А они шли голыми руками, шли на них, говоря им, что мы не террористы, мы простые мирные граждане. Это явный показатель того, что казахская нация, наши казахи духовитые. Вот Булат Абишев, который знаменосец, знаменитый знаменосец наш герой, он не бросил флаг Казахстана, хотя в него кидали гранаты, стреляли. Вот, это какой яркий показатель, кто такие мы, казахи, и мы должны гордиться такими, и мы должны быть не хуже Булата Абишева. Он нам показал пример мужественности, храбрости, героизма нашего духа казахской нации. И дух нашей казахской нации проснулся. И Аруак Арона Атабека помогает нам в этом. Аруак, когда вот умер Арон Атабек, я сказал сразу, все, теперь люди начнут бороться. Потому что власти, убив Арона Атабека, выпустили его дух Аруак, который сейчас будет поднимать весь народ, всю казахскую нашу нацию. К сожалению, так, только после смерти Арона Атабека наш народ начал просыпаться, реально просыпаться. То, что там газ поднялся в цене там, и так далее. Ну и что, у нас все дорожает, и ГСМ, и бензин до этого дорожали. Никто же не выходил, все же молчали. Но именно этот момент стал причиной, спусковым крючком для того, чтобы наши казахи поднялись. Вот. Это второй момент. Третий момент, вернее. Третья идея. Идея возрождения нашей истинно тюркско-казахской культуры.
Четвертый момент, вот четвертый момент, это касается внешнего фактора, внешней политики. И вот как раз таки вот то, что сейчас Ораз Ага говорит там, что вот Туран там это сейчас невозможно и так далее, и так далее. Я с этим соглашусь, да, я с этим соглашусь в некоторой степени. И вот как раз это четвертая сфера, внешняя сфера. Тогда, когда нам необходимо будет объединить, воссоздать, не создавать, а воссоздать союз, военно-политический союз Турана со своими родными, братскими, да, тюркскими государствами и народами. Потому что угроза Китая и России, она всегда есть, она всегда будет. Это две мировые империи, Китай и Россия. Поэтому Туран это жизненно важная необходимость во внешней политике, да, военно-политический блок, союз. Вот, он нужен нам. Вот как раз об этом говорил Ораз. Ораз Ага говорил об этом в этом своем голосовом сообщении. Понимаете, Туран есть внешний, внешняя политика. Туран есть внутренняя, внутриполитический процесс. Вот внутренний процесс, политический процесс, как раз таки отражает наши первые три политические идеи. Идеи смены авторитарного токаевского режима на демократический парламентский режим. Второе, национализация стратегически важных сфер экономики. Третье, это возрождение нашего тюркско-казахской истории, культуры, мировоззрения. Вот это три фактора, три идеи, которые касаются именно внутренней политики Турана. А уже внешняя политика, о которой вот многие ошибочно говорят, когда вот целый монолитный Туран, когда монолитный Туран, состоящий из внешних и внутренних факторов, вот как раз таки они говорят о внешнеполитическом факторе, о внешнем факторе Турана. Да, конечно, это сейчас пока невозможно. Невозможно. Потому что мы сами видим, что Россия, ставленники России, Токаев, Назарбаев до этого был, они все ведут нас в лоно России, в лоно ОДКБ, в лоно Китая, ШОС. К сожалению, это сейчас пока невозможно. Но без него мы невозможны как государство. Мы не сможем развиваться как демократическое, парламентское, сильное государство. Без Турана. Потому что Китай и Россия не позволят это сделать. Поймите это. Не позволят. Мы фактически сейчас являемся колонией России, экономической колонией Китая, где дербанят, сосут и грабят наши недра. Понимаете? Это деньги. Вот. Смотрите во всей политике всегда экономический интерес. Экономический интерес. Всегда необходимо смотреть экономический интерес. А в экономическом интересе пока мы находимся под пятой России и Китая. Поэтому, как говорит Ораз Ага, вот именно в это время воссоздание Турана военно-политического блока в виде Турана невозможно. Но Туран внутри нас, Туран, который сейчас внутри Казахстана мы создаем, это возможно. Потому что первые три фактора политических идей, которые я говорю, они реальны. Они реальны для того, чтобы мы шли, мы боролись, мы объединялись под этим. Разве смена авторитарного токаевского политического режима на парламентскую демократическую систему Казахстана, разве это не объединительный фактор? Люди устали жить от авторитаризма, от диктатуры. А разве вторая политическая идея, национализация стратегически важных сфер экономики, нефтегазодобычи, цветной металлургии, электроэнергии, банковской системы, разве это не объединяющий фактор для людей, для нас, казахов, внутри Казахстана? Возрождение нашей истории, нашей культуры, нашего национального самосознания, разве это не является внутриполитическим процессом Турана? Все это и есть Туран. Три фактора, которые говорят, что внутриполитический Туран, он нам нужен, он необходим нам. А вот люди, которые знают поверхностно, понимают Туран, как союз с Турцией, Азербайджаном, да, и другими тюркскими государствами, они говорят лишь о внешнем факторе, о внешней политике Турана. Понимаете? Вот это ошибочное поверхностное знание казахов, к сожалению, оно меня немного смущает. Это о чем говорит? Что люди наши политически неграмотны. Нету политических глубоких знаний, исторических знаний, культуры. Нету самосознания. Вот я пытаюсь это раскрыть, я пытаюсь это донести до людей, но у меня не получается. Мой YouTube-канал, 2 YouTube-канала удалили.
Потому что администратором Ютуба Москвы, который контролирует наш YouTube-контент на пространстве Казахстана, он находится на связи с ФСБ. Поэтому такие движения, как я, Туран, наш Туран, национал-демократы Турана, а мы продолжатели дела национал-демократов партии Алаша Алихана Бөкейханова. Потому что многое в политической программе Алаша и в политической программе движения Туран, много схожего, много по глубоким структурным политическим реформам и идеям Туран и Алаш 20 века мы тождественны. Мы фактически продолжаем дело Алихана Бөкейханова, алашевцев, но мы еще во внешней политике будем охватывать уже наши братские народы и государства. Что, конечно, очень опасно для России и Китая. Они настороженно смотрят на нас. Смотрят. Я вот фактически сейчас нахожусь под контролем ФСБ, китайских спецслужб и нашего КНБ. Ну, КНБ наш это считается филиалом ФСБ сейчас. Вот. Поэтому не надо так вот верить на слово людям, которые знают всего лишь поверхностные, у которых есть поверхностное мнение, поверхностные знания о Туране. Поэтому, если есть возможность, вот это видео скиньте этому разу, пусть он послушает, пусть не путает внешний фактор с внутренним фактором Турана. А Туран это и есть наш Казахстан. В свое время, в XI веке, иранский писатель Фирдауси писал в своей Шахнаме, знаменитой Шахнаме: «Берегись, Иран, на нас войной идет Туран». Туран, степняки, кочевники, намады, казахи, тюрки. Вот что такое Туран. Это не Турция, это не Азербайджан, это не Туркменистан, как они ссылаются там на диктаторов. Хотя они являются нашей составной частью Турана. Наши братские народы, которые когда-то были здесь. Но истинный, глубокий Туран, самый настоящий Туран, это вот казахские степи. Степи намадов, тюрков, кочевников, которые до сих пор сохранили вот эти языки. Сам президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что общим языком тюркского мира должен быть казахский язык, потому что это язык, который сохранил многие языковые признаки древних тюркских народов, народа нашего. Вот об этом надо доносить до людей. Туран это не является только одна внешняя политика, внешний фактор, когда вот вы якобы Туран, мы должны соединиться, объединиться, там, воссоздать военно-политический союз с тюркскими государствами. Нет! Туран прежде всего это мы, казахи, как сердце тюркского мира. Вот я об этом говорю вам. Это не только я говорю, это Гейдар Джемаль говорил, это говорил Камал Карпат, это говорил Макс Шевченко. Это говорил азербайджанский академик, ученый Ализаде. Понимаете? Об этом говорит наш казахский ученый Сюйлиш Уразгалиев. Сначала надо понять, что Туран это прежде всего мы, казахи. Мы, казахи. К сожалению, вот ошибочно понимают как внешний фактор, как это якобы внешний фактор. Это глубокое ошибочное мнение казахов. Это мнение, которое, возможно, насаждается российскими пропагандистами, российскими агентами ФСБ, которым невыгодно возрождение Турана, возрождение казахов. Именно казахов. Потому что понимают, что Казахстан это сердце тюркского мира. И если сейчас Казахстан станет независимым государством, реально независимым государством от России, от Китая, тогда во внешней политике, тогда Туран, Казахстан реально объединит все страны. Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Турцию. Опять же, смотрите, да, в Туркменистане диктатура, жесткая диктатура. Там в Узбекистане там Мирзиёев тоже проводит. В Турции там Эрдоган хочет провести исламские ценности, да, исламский халифат, возможно, на основе возрождение Турана на основе исламских ценностей, да, халифата. Но во внешней политике мы не должны опираться на том, в Туркменистане там диктатор или демократический путь развития. Это их внутренняя политическая ситуация, внутреннее политическое положение,
Самое главное, что мы будем здесь делать у себя в стране. Пусть туркменский народ сам борется там у себя, как наши казахи боролись вот в январе в Алмате, в Таразе, в Жаназене, Ахтау, Атрау, Семипалатинский, Кокшетау. Вот, когда народ туркменский сам начнет вести внутриполитическую борьбу, это их процесс. Но во внешней политике союз с этими тюркскими государствами, он необходим. Хоть это будет авторитарный режим, хоть это будет демократический режим, хоть это будет тоталитарный режим, монархический и так далее, и так далее. Надо исходить из интересов Казахстана, из интересов Турана. А это объединительный процесс. Это объединительный процесс. Туркменбаши, они не вечны. Но вечен кто? Туркменский народ. Туркменский народ, наш братский народ. То же самое узбеки. Мирзиёев не вечен, авторитарный режим не вечен. Все равно когда-нибудь он падет, когда будет борьба народа, когда он проснется. Мирзиёевы, баши вот эти, туркмены баши, они уходят. Токаевы, Назарбаевы уходят, Путины уходят. Но приходят, но остается народ. Остается древняя история. Остается земля. Земля Турана. Вот об этом надо думать. То, что там говорят эти Уразага, там Аблязов говорит, диктаторские режимы. Да и хрен с ними, диктаторские режимы. Что? США. Посмотрите историю США, когда они ставят автократов в африканских, азиатских странах, латиноамериканских странах. Американцы тесно сотрудничают с авторитарными диктаторскими режимами. Понимаете? А вот это поверхностное утверждение того же Аблязова, банкира, бизнесмена, барыги, по сути. Он не государственник, раз он так говорит, что нам Туран не нужен, нам не нужен союз с тюркскими государствами. Это слова настоящего барыги. Барыга, который вот, для которого главное прийти к власти, сменить вот эту власть, сесть на вот эти возможности, сосать наши недра так же, как и это было при Назарбаеве и Токаеве. Многие казахи этого не понимают, к сожалению. Сейчас миллиарды Аблязова под арестом в западных банках. И, конечно, он будет смотреть на Запад. Он все будет делать, что говорит Запад.